Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Две женщины погибли, еще 11 человек получили ранения в результате атаки дронов на Сочи и курортный поселок Сириус прошлой ночью. В Центре социально-экономических исследований были освещены различные аспекты социального и политического развития республики. Показатели, которые сегодня были озвучены, они в большей степени превышают показатели по году предыдущих лет. Открытие международного аэропорта Сухум увеличило налоговые доходы Гулревского района. Две женщины погибли, еще 11 человек получили ранения в результате атаки дронов на Сочи и курортный поселок Сириус прошлой ночью. Обломки еще одного дрона упали на территорию нефтебазы. В сети распространились кадры очевидцев. Атака дронов и взрыв на нефтебазе были заметны из территории Абхазии. Также видно, как пограничники пытаются сбить дроны с земли. Какой дым, Аркаш, как страшно, да. А где Гриша? В связи с атакой дронов на Сочи президент Абхазии собрал экстренное заседание Совета безопасности. Бадра Гунба выслушал информацию руководителей силовых структур по данному факту. Президент поручил Министерству обороны и службе госбезопасности Абхазии усилить взаимодействие с пограничным управлением ФСБ России в Абхазии и 7-й военной базой по предотвращению подобных ситуаций. На заседании Совбеза обсуждался вопрос обеспечения надежной защиты критической инфраструктуры Абхазии во взаимодействии с российскими коллегами. Атака дронов на Сочи не отразилась на работе абхазо-российской государственной границы. Отток туристов не наблюдается. Эксклюзивно сообщил абхазскому телевидению начальнику погрануправления СГБ Рустам Латипов. 24 июля 2025 года в 0 часов 10 минут пограничным отделением Сандрыбш пограничного управления службы государственной безопасности Республики Абхазия были зафиксированы воздушные объекты, предположительно беспилотные летательные аппараты ударно-боевого назначения. И одновременно с этим началась работа противовоздушной обороны с сопредельной стороны в непосредственной близости от государственной границы Республики Абхазия с Российской Федерацией. Беспилотные аппараты самолетного типа в количестве 4 единиц были зафиксированы на траверзе поселка Цандрыбш Гагарского района. Далее над акваторией территориальных вод Республики Абхазия последовали по направлению к КПП ПСОВ и далее на территорию Российской Федерации. Таким образом, установлен факт нарушения воздушного пространства Республики Абхазия беспилотными летательными аппаратами по имеющейся информации принадлежащим вооруженным силам Украины, которые нанесли вооруженное нападение на гражданские объекты, расположенные на территории города Сочи, что нами расценивается как акт терроризма. По имеющимся каналам взаимодействия пограничных органов было установлено, что все беспилотные летательные аппараты были уничтожены на территории Российской Федерации. При этом пострадали ряд гражданских объектов, а также есть жертвы среди мирного населения. На период борьбы с беспилотными летательными аппаратами в течение 1 часа 30 минут движение транспорта и лиц на КПП ПСОВ было ограничено по обоюдной договоренности. В настоящее время обстановка стабильная. Работа контрольно-пропускного пункта ПСОВ осуществляется в штатном режиме. Необходимо отметить, что по данному факту было экстренно созвано главнокомандующим Республики Абхазия Совет Безопасности, на котором соответствующими ведомствами было доложено о случившемся происшествии. В ходе совещания были обсуждены вопросы, необходимые для эффективного вмешательства в случае возможных повторений
аналогичного рода происшествиям. На данный момент на процесс прохождения государственной границы на пункте пропуска КБП ПСОВ данное обстоятельство можно с уверенностью говорить не повлияло. Говорить о возможном оттоке туристов, отдыхающих на территории Республики Абхазия, за исключением, возможно, единичных случаев, не наблюдается. В связи с атакой дронов в Сочи был введен режим беспилотной опасности, который в настоящее время отменен. Обстановка стабилизировалась, терминал вернулся к нормальному режиму работы. Как нам сообщили в пресс-службе Сухумского международного аэропорта, он работает в штатном режиме. Москва и Киев провели третью встречу в Стамбуле. Она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия предложила Украине передать еще 3000 тел погибших военных ВСУ, а также обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны. Президент Абхазии Бадра Гунба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Амурской области. В Абхазии с болью в сердце восприняли весть о страшной авиакатастрофе, унесшей жизни десятков людей. Мы разделяем боль с теми, кто потерял родных и близких, и желаем им крепости духа и сил в этот тяжелый час, говорится в тексте. Продолжаем выпуск. Безопасности и перспективы существования Абхазии обсудили в Центре социально-экономических исследований. Главные темы – направления национальной безопасности, цифровая грамотность, проблемы демографии. Каким выводом пришли, расскажет Нала Чхинджерия. Участниками круглого стола были освещены различные аспекты социального и политического развития республики. Конкретно шла речь о проблемах национальной безопасности, о сплочении общества и о концепции развития государства. Мы должны стать той организацией, которая начнет диалог со всеми политическими силами для того, чтобы начать процесс объединения нашей нации. Вот наша главная задача, потому что, еще раз повторяю, мы достигли невероятных результатов, когда были едины. Все вот вы здесь, большинство из тех людей, которые помнят нашу предвоенную ситуацию, какое было единство нации. Всего вчера был день флага. С этим флагом готовы были, что шли на смерть. Настолько была сплоченная нация. Вот к этому нужно нам вернуться, для того, чтобы выстоять в этом непростом мире. Также речь шла о перспективе существования современной Абхазии в век высоких технологий. Была поднята актуальная тема искусственного интеллекта. Секретарь Совета Священной Митрополии Абхазии Герман Маршан считает, что нельзя упускать шанс проработки цифровой грамотности. Как отмечается в ряде современных исследований, искусственный интеллект уже сегодня является неотъемлемой частью социальных процессов, влияя на все аспекты человеческой жизни. Возможно, необходимо создать национальную стратегию развития собственного искусственного интеллекта, который бы учитывал наши уникальные потребности и ценности. Не англосаксонского мира, не китайского мира, а мира, в котором мы с вами сформировались. Далее развивать локальные компетенции и суверенные технологии, чтобы не стать зависимым от рынков сбыта чужих решений. Разработать четкую этическую и правовую базу. Хотя бы для этого у нас сейчас достаточно специалистов. По мнению члена Общественной палаты Абесалома Гвардия, без родного языка улучшения демографии и экономики у нашей страны нет будущего. Должно быть видение развития государства с учетом этих моментов. Он также развернул тему гибридной войны. Сегодня то, что называется все виды войн современные, которые можно вообще, человечество, которое достигло, сегодня применяется против России. Это гибридная война, экономическая война, политическое давление, через разные политические структуры, прокси-война и контактная война. Вот сегодня, утром, в Сочи, нефтебазе в Сириусе взорвался, женщина одна убита. Война идет на территории России, но это идет особо, когда это
Соглашается, объясняется, ну, идет война. И я думаю, единственное государство в мире, которое способно было выдержать такую нагрузку, это действительно Россия. Это вы представьте, вот такие санкции, такие блокады, такое, ну, оно держится, оно как бы идет к своей цели. Тема улучшения демографии – один из важных факторов существования нашей страны. Она и отражает изменения, происходящие в экономическом и политическом развитии. За последние 25 лет население Абхазии выросло только на 9642 человека. С демографической статистикой ознакомила ведущий научный сотрудник ЦСИ Амра Сушба. За 10 лет произошло снижение рождаемости на 55%. То есть более чем наполовину. Сразу оговорю, что это данные официальной статистики. То есть если у нас 10 лет назад, в 2014 году, 1023 брака было зарегистрировано, то в 2023 году это 642 единицы. То есть мы видим, что сокращение на 37%. Что мы видим по разводам? Здесь вообще картина ужасающая, на мой взгляд. И почему? Как человек, как специалист, занимающийся демографическими вопросами, чуть позже поясню. Значит, в 2014 году количество разводов 139, а в 2023 году 642. То есть у нас рост 4,5 раза. Такое количество разводов, ужасающий рост, на мой взгляд, конечно, требует определенного внимания со стороны государства. Мы фактически идем по пути исчезновения, вымирания, морально-психологического, человеческого вымирания. Начиная с 90-х годов прошлого столетия, этот путь продолжается. Абхазии необходим стратегический подход к развитию с учетом уникальных потребностей и ценностей страны, отметили участники дискуссии. При этом важно сохранить традиции и культурный код, а главное – объединить общество для преодоления текущих вызовов. Нала Чхинджерия, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Открытие международного аэропорта Сухум увеличило налоговые доходы Гулрипшского района. Только за первое полугодие этого года аэропорт принес местному бюджету около 45 миллионов рублей. Об этом сообщили на отчетном совещании по итогам деятельности района, которое прошло с участием премьер-министра Владимира Делба. О других показателях района в материале Ирины Аршпа. Более 93 миллионов рублей поступило в бюджет Гулрипшского района за первое полугодие. Это на 42,7 миллиона рублей больше запланированного, сообщил глава районной администрации Саид Харазия на собрании актива, посвященного итогам работы за первое полугодие текущего года. Собственные доходы районного бюджета составили 114 миллионов рублей. Входная часть бюджета за первое полугодие 2025 года выполнена на 128%. При плане 150 миллионов 630 тысяч рублей фактические поступления составили 193 миллиона 380 тысяч рублей. Из них собственные доходы составили 114 миллионов 470 тысяч рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2024 года больше на 56 миллионов 690 тысяч рублей. Расходная часть бюджета за отчетный период выполнена на 94%. При плане 183 миллиона 985 тысяч рублей фактические расходы составили 173 миллиона 585 тысяч рублей, что больше на 16% расходов за аналогичный период 2024 года. Открытие международного аэропорта Сухум существенно увеличило налоговые доходы в районный бюджет, констатировала глава местного финотдела Лаура Ачба. Только за первое полугодие аэропорт принес около 45 миллионов рублей, сообщила она. Налоговые поступления от организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на объектах и территории аэропорта, составили около 45 миллионов рублей, что составляет 40% от собственных доходов бюджета. Основными источниками налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета является подоходный налог, удельный вес которого составляет 71%. За отчетный период 2025 года из 14 видов собственных доходов план выполнен по всем показателям.
Для крестьян и арендаторов района год начался неблагоприятными погодными условиями, поэтому к весенним полевым работам приступили с опозданием. По словам агронома Управления сельского хозяйства и продовольствия Гулрипского района, чтобы обеспечить население необходимым количеством кукурузы, нужно увеличить посевы в 3 раза. Из бюджета района на организацию вспашки семьям погибших и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выделено более 500 тысяч рублей. Продолжается выдача крестьянам ядохимикатов для лечения сельхозкультур. На данный момент в Гулрипском районе установлено 2432 прибора учета. Охват по району 26%. Растет и собираемость платежей. За полгода она выросла почти в 2 раза. О состоянии электрохозяйства в районе рассказал начальник филиала «Энергосбыт» Астамур Джинджоли. За первое полугодие 2025 года было начислено за потребленную электроэнергию 106 миллионов 937 тысяч рублей. За аналогичный период 2024 года было начислено 120 миллионов 866 тысяч рублей. Оплачено в 2025 году 44 миллиона 982 тысячи рублей. За аналогичный период 2024 года оплата составляла 30 миллионов 151 тысячу рублей. Процент оплаты в 2025 году составляет 42,6%. За аналогичный период 2024 года процент оплаты составлял 24,9%. Динамика оплаты по физическим и юридическим лицам составляет 17,7%. По физическим лицам за первое полугодие 2025 года процент оплаты составил 27,9%, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Показатели района за первые полгода превышают годовые показатели прошлых лет, отметил, подводя итоги совещания, премьер-министр Владимир Делба. Премьер особо подчеркнул успехи района в сфере собираемости платежей за электроэнергию и работе с населением в этом направлении. В целом глава правительства дал высокую оценку деятельности района. Наверное, самое главное, что уже не первый год подряд, и первое полугодие не является исключением, в районе происходят заметные изменения. Причем показатели, которые сегодня были озвучены, они в большей степени они превышают показатели по году предыдущих лет. Это очень знаково, это говорит о том, что район развивается в динамике. Я вот слушал подробно отчет о бюджете и хотел бы, наверное, особенность одну отметить. Что значит, когда есть точка притяжения, что значит, есть когда опорный инвестор. Один всего лишь опорный инвестор, и за полгода бюджет района изменилась ситуация на 45 миллионов рублей, что сразу позволило решать очень многие задачи, которые стоят перед районом. Вызовов много. Говоря о сфере образования, Владимир Делба подчеркнул, что с 1 сентября педагоги абхазского и русского языка будут получать надбавку к зарплате в размере 5000 рублей. Также премьер сообщил, что решается вопрос доплат педагогам за классное руководство. Владимир Делба отметил слаженную работу районных спасателей в предупреждении и ликвидации стихийных бедствий. Премьер поблагодарил актив района за тесную работу с населением с учетом нужд социально незащищенных семей. Ирина Аршева, Фатима Гергия, Раму Камкия, Абхазское телевидение. Сухумский оперштаб по борьбе с майнингом возобновил работу. Новым председателем штаба назначен заместитель мэра Инал Авицба. Будут возобновлены рейды мобильных групп, куда войдут представители администрации, УВД, СУЭС, Черноморэнерго и Энергосбыта. К работе подключены сотрудники столичной прокуратуры и госстандарта. Также особое внимание штаб будет уделять фактам незаконного трехфазного подключения к сетям. Оперштаб напоминает гражданам о функционировании горячей линии по номеру 920 20 95. 13 аппаратов для майнинга изъято сотрудниками ГТК и отделом уголовного розыска Учимчирского РОВД в селе Река Учимчирского района. Оборудование принадлежало гражданину Гигичкоре. На момент обнаружения аппараты были подключены к электросетям. Оборудование изъято, возбуждено дело об административном правонарушении. Напоминаем, что в Абхазии действует горячая линия по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство Российской Федерации и являющихся получателями пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также материнского капитала. Межведомственная группа, созданная по поручению президента, на данный момент составляет реестр граждан, нуждающихся в помощи. На сегодняшний день
проведена определенная работа. Каждое ведомство ведет консультации с коллегами с Российской Федерации. Проблема на самом деле она является очень сложной, тяжелой ввиду того, что нарушено законодательство иного государства, в данном случае Российской Федерации. Ввиду чего мы, значит, находимся в тесном контакте с коллегами с Российской Федерацией, ведем консультации, намечены определенные пути выхода из ситуации, но для решения данной проблемы, естественно, необходимо определенное время для согласования всех вопросов, которые возникают в ходе наших бесед с нашими коллегами. На сегодняшний день Министерство социального обеспечения открыт прием граждан, где ведется учет, открыт реестр, где ведется учет, значит, тех граждан, у кого возникли проблемы на территории Российской Федерации с нарушением законодательства данного направления. А также мы даем правовую оценку, правовую помощь, консультацию, насколько правомерны те или иные действия, значит, по отношению к нашим гражданам и в отношении права на получение данных видов пособий и их использования. Абхазия заинтересована в обмене опытом в различных сферах экономики с регионами Российской Федерации, подчеркнул вице-премьер Женсух Нанба на встречу с делегацией из Псковской области во главе с министром экономразвития Андреем Михеевым. Встреча состоялась в преддверии визита губернатора Псковской области в Абхазию и была посвящена обсуждению перспектив расширения торгово-экономического сотрудничества. Надеемся и уверены в том, что очень много вопросов, которые для нас с вами будут интересны, взаимно интересны. Я думаю, что обмен опытом, реализация, разработка совместных проектов – это то, чем мы с вами займемся. Отрадная новость. Наша встреча проходит с вами в преддверии приезда губернатора Псковской области. Встреча будет проведена на самом высшем уровне с руководством Республики Абхазия, с президентом, с премьер-министром. Поэтому добро пожаловать, мы искренне этому рады. Абхазия действительно для нашего региона вызывает неподдельный интерес выстроить сотрудничество с вашей республикой по широкому спектру направлений. Мы подготовили ряд предложений, которые хотели бы сегодня обсудить, включая вопросы экономического сотрудничества, культурного, гуманитарного, вопросы развития транспорта и так далее. Уверены абсолютно, что мы действительно сможем найти точки соприкосновения и, собственно, к встрече уже нашего руководства с руководством республикой мы сможем предложить конкретные проекты для обсуждения, которые мы положим для начала, уверенно, плодотворного, только начинающегося, но долгосрочного сотрудничества. 22 врача приедут в Абхазию в летний сезон в помощь абхазским медикам. Российские специалисты также работают в Гагарской и Ткварчалской больницах. В этом году в Абхазии работают медики из Москвы и Московской области. Врач-педиатр-инфекционист Ирина Семизарова помогает коллегам в Сухумской инфекционной больнице, где побывала Аэлита Рутюнян. Заботиться о здоровье важно для каждого человека, будь то взрослый или ребенок. В период курортного сезона нагрузка на медучреждения республики растет, поэтому остро встает вопрос нехватки узкопрофильных специалистов. Как правило, у нас тут максимальные нагрузки это от 100 до 200 больных в сутки поступления. Это очень тяжело справиться со своими силами. И буквально вот года 3-4 у нас такая практика сложилась, что мы справляемся с помощью наших коллег из Российской Федерации. Этот год не исключение. Наш Минздрав Республики Абхазия совместно с Минздравом Российской Федерации командируют докторов из инфекционных больниц разных областей России. В этом году, в частности, из Москвы, из Московской области. В прошлом году у нас были доктора из других регионов Российской Федерации, из Башкортостана были доктора из Кабардино-Балкарии. У России и Абхазии множество точек соприкосновения, и медицина не стала исключением. По словам врача-педиатра, инфекциониста с 15-летним стажем Арины Семизаровой, сложность заключается в большом потоке пациентов. Сейчас больница принимает до 120-150 человек. Прием ведется совместный как для детей, так и для взрослых.
В основном это кишечная инфекция, различные вирусные инфекции. И, как я так правильно понимаю, что здесь в курортных городах за счет, наверное, повышенной высокой температуры, да, и плюс кондиционер, и очень много детей болеет из-за этого. Я была здесь раньше, приезжаем сюда отдыхать практически каждый год, поэтому здесь очень нравилось. И когда Минздрав предложил ехать сюда в командировку, я очень быстро согласилась. Во всех районах Абхазии в настоящее время работают специалисты узкого профиля, реаниматологи, детские врачи, травматологи. Они лечат характерные для сезона травмы и заболевания. Сравнить со своей работой в спеццентре я не могу, потому что это разное направление. Здесь пациенты с острой инфекцией, у себя я занимаюсь хронической инфекцией. Сложность только, как уже коллега моя говорила, это с потоком больных, а так, в принципе, пациенты везде одинаковые. Напомним, что после обращения президента Абхазии Бадрагунба президент России Владимир Путин подписал отдельное распоряжение, позволяющее Минздраву России летом отправлять врачей в республику для оказания помощи коллегам. В случае необходимости их число вырастет. Аэлита Арутюняна Храмичба, Абхазское телевидение. 20 рекламных установок демонтировано. В итоге рейдов специалистов столичной администрации в Сухуми приступили к демонтажу незаконных рекламных конструкций. Подробности в материале пресс-службы мэрии. В Сухуми начали демонтаж незаконных рекламных конструкций. Ранее администрация столицы опубликовала предупреждение о том, что установка рекламных объектов может быть осуществлена только по согласованию с профильными службами мэрии. С использованием специализированной техники специалисты убрали 20 конструкций. Мероприятия осуществлялись ранним утром. Сегодня, 24 июля, администрация города Сухум комиссионно с троллейбусным управлением и с отделом рекламы и организации праздников с раннего утра был организован рейд по демонтажу незаконно установленных щитов, баннеров, рекламных установок. В итоге рейдов было демонтировано 20 рекламных установок. Работа будет продолжаться еженедельно. Пользуясь случаем, хотим обратиться ко всем хозяевам и обладателям незаконных реклам, чтобы они в определенный срок демонтировали сами, либо обратились в профильную структуру администрации города для получения разрешительных документов. Администрация Сухума напоминает о том, что в соответствии с законом Республики Абхазия о рекламе для установки рекламных конструкций необходимо наличие разрешения администрации города Сухум, а при установке вывесок – согласование с отделом архитектуры макета вывески. Кроме того, при размещении рекламы на жилых многоквартирных домах необходимо согласие большинства собственников жилого дома и договор с собственником либо с лицом, обладающим правами на имущество. Запрещена установка рекламных конструкций на ограждениях зданий, строений, на дорожных, пешеходных и перильных ограждениях. С полной информацией о местах, в которых запрещена установка рекламных конструкций, можно ознакомиться на официальном сайте столичной мэрии. Администрация города будет проводить мониторинг рекламных конструкций и производить демонтаж незаконно установленных всех видов рекламных конструкций. Администрация города Сухум ведет работы по расчистке устья реки Басла. Специалистами применяется комплексный подход. Производится работа по очистке русла, по очистке дамб от насосов, зарослей, кустарников. Река Басла является одной из самых сложных с точки зрения подтопления города. В Доме Москвы дан старт стратегической сессии «Абхазия-Россия. Молодежное сотрудничество». Мероприятие объединило представителей ведущих молодежных организаций обеих стран. Были намечены конкретные шаги для развития дальнейшего взаимодействия. Мы планируем наше взаимодействие на ближайшую перспективу. Основным таким координатором этих направлений с российской стороны является дирекция Всемирного фестиваля молодежи, автономная некоммерческая организация, которая также сегодня находится здесь. И мы прорабатываем основное наше взаимодействие. Сегодня мы уже успели провести рабочее совещание, прямо сейчас у нас проходит презентация проектов этих молодежных организаций среди молодежи, и во втором зале у нас проходит панельная дискуссия по международной тематике.
В дальнейшем планируется открытие неких таких представительств этих организаций, и наша молодежь уже активно вовлекается в это. Например, у студенческого проекта «Твой ход» уже появилась здесь региональная команда, которую возглавляет Екатерина Шамба. Ну, в общем, взаимодействие проходит активно. Мы предлагаем наши инструменты, которые мы используем на территории Российской Федерации по работе с молодежью, коллегам из Государственного комитета по делам молодежи и спорту Республики Абхазия. И предлагаем не только брать инструменты, но и сопровождать эти проекты, если они будут приняты, конечно же, здесь и одобрены, для реализации и работы с молодежью. Мы готовы оказывать и методическую, и организационную поддержку, и любую форму поддержки, которая может потребоваться при реализации этих проектов и программ. Более 1000 книг передал Дом Москвы библиотекам Гагры и Гудауты. Акция прошла при финансовой поддержке правительства Москвы и Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Всего с начала года республике в дар передали более 1100 книг общей стоимостью более 1 000 000 рублей. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Гагрского районного суда. Прием осуществляется в здании Верховного суда по 7 августа включительно. Ко дню города, который в Пицунде отметят 25 июля, стартовал гастрономический фестиваль. В нем принимают участие абхазские и российские производители, рестораторы, кулинары, фермеры. В завершающий день состоится концерт с участием вокальных и хореографических коллективов из Абхазии и России. Праздничный салют. Организаторы фестиваля – администрация Гагрского района совместно с пицунской молодежью. На открытии вкусного мероприятия была Сарек Варсхелия. Город Пицунда стал центром притяжения гурманов, аграриев и любителей культурных мероприятий. Здесь, на центральной арене футбольного стадиона ФК «Кираз», развернулся международный гастрономический агрофестиваль, приуроченный к празднованию Дня города. Стадион трансформировался в настоящую кулинарную арену, пропитанную атмосферой творчества и гастрономического мастерства. Под открытым небом, в сердце города, местные приглашенные шеф-повара предлагают авторские шедевры. Особое внимание привлекает стенд студии «Колибри», представленный талантливым мастером из Гудауты Сарией. Она с удовольствием делится своей уникальной продукцией, включающей великолепные сухоцветы и композиции из стабилизированных цветов, выполненные вручную. Помимо этого, на стенде можно увидеть восковые свечи, в которые Сария вложила не только свои умения, но и кусочки лаванды, придающие изделиям особенный аромат. Когда я участвую в ярмарках, это не только сегодняшнее. Первое, что это, конечно, атмосфера. Когда ты видишь мастеров, других, их работы, ты, конечно же, в этой атмосфере растворяешься, воодушевляешься. Это не сколько о продажах, конечно, они тоже важны, но сколько реклама. На международный гастрономический агрофестиваль в Пицунду приехала семейная винодельня «Форт Раевский», представляя продукцию из солнечного Новороссийска. Владислав Олесин, соучредитель винодельни, поделился историей предприятия, которое располагается в станице Раевская. Винодельня – это небольшой семейный бизнес, который заботливо и с любовью обрабатывает собственные виноградники площадью 8 гектаров. Благодаря самоотверженному труду семьи рождается великолепное вино, которое они привезли, чтобы порадовать гостей фестиваля. И вот этими ручками золотыми мы вот этот волшебный продукт производим и возим на радость людям. То бишь вам. Я считаю, что это в первую очередь международный фестиваль. Мы видим, что представлено очень много продукции с Краснодарского края, в том числе наша. Это действительно классно. Спасибо, что позвали нас. Нам очень радостно здесь быть. Посетители агрофестиваля имеют уникальную возможность попробовать экзотический желтый чай, представленный компанией «Эко-чай» из села Кутол Ачимчирского района. На данный момент компания занимается производством 7 видов чая, включая белый, желтый, красный, зеленый. Недавно «Эко-чай» начал производство пуэра, а это значит, что скоро в Абхазии можно будет его попробовать. Друзья, я завариваю вам желтый чай. Очень редкий чай. Его в Китае называли чаем императора. Почему? Потому что его пили только император и его приближенные. Это очень редкий вид чая. За разглашение в Китае информации о технологии приготовления человеку отрубали голову. Но через какое-то время рецепт просочился, и все сейчас
пользуются им. В Пицунду прибыли и представители фабрики натуральных сладостей из города Новокубанска, Краснодарского края. Эта фабрика уже более 10 лет занимается производством высококачественных сладостей, которые успели завоевать популярность как в регионе, так и за его пределами. Фабрика предлагает широкий ассортимент продукции, включая знаменитую халву. Особое внимание привлекает мармелад из ягод, который производится исключительно из натуральных фруктов, сохраняя их пользу и аромат, что особенно ценно для приверженцев здорового образа жизни. В самой республике, я считаю, это очень важное мероприятие. Почему? Потому что это налаживание контактов, связи с предпринимателями. Для нас это возможность показать свой продукт и наладить партнерские взаимоотношения с предпринимателями из вашей республики. Евгения из города Армавира приехала представить разнообразные копченые рыбы, такие как шашлыки, балыки и пласты от компании «Океан вкуса». Евгения подчеркивает, что фестиваль – это замечательная возможность не только продемонстрировать свою продукцию, но и окунуться в атмосферу дружелюбия и гостеприимства в прекрасном городе. Это прекрасный город. Мы здесь бываем очень часто. Всем советую. Это очень классное и, так скажем, увлекательное мероприятие, где можно показать себя, посмотреть на народ и побывать в Абхазии как на отдыхе. Это просто замечательное место на самом деле. Диана Габни – местный производитель и предприниматель из села Хопста Гудаутского района. Она владеет мини-производством Tata Home, которое предлагает аджику, соусы и компоты. Я сама с города Пицунды, замужем в Гудаутском районе. Мне позвонили ребята, и я решила поучаствовать. Это отличный опыт. Учитывая, что сейчас идет туристический сезон, это еще повод о том, чтобы люди побольше узнали об абхазской продукции. Фестиваль делится на две зоны – агрозону и гастрозону, где посетители могут познакомиться с продукцией крупнейших производителей и блюдами абхазской кухни. Здесь продукция компании «Мир пива», которая является дистрибьютором алкогольных и безалкогольных напитков на всей территории нашей республики. Это масштабное мероприятие объединило местных предпринимателей и жителей, демонстрируя туристам богатую культуру Абхазии. И мы показываем нашим гостям, прекрасным приехавшим отдохнуть, то, что в Абхазии помимо экскурсий еще пиршество такого рода может проходить, поэтому всем хорошо провести эту ярмарку, и большое спасибо организаторам. Еще раз давайте продолжать в таком же темпе и традиционно. Гастрономический агрофестиваль был организован инициативной группой молодых людей Пицунды при поддержке администрации Гагрского района и города Пицунда, а также сайта бронирования отеля «Май Апсне». Фестиваль получил значительную поддержку от Министерства туризма и Министерства сельского хозяйства. Изначально мы рассматривали этот фестиваль как площадку для обмена опытом предпринимателей, фермеров, производителей, для того, чтобы заключались какие-то новые связи у людей между собой, создавались какие-то контракты, договоры, то есть реализация продукта как на нашем рынке, также реализация нашего продукта на российском рынке. Фестиваль дарит возможность не только насладиться гастрономическими изысками, но и погрузиться в атмосферу истинного веселья и радости. Музыка и танцы, развлекательная программа для детей, народные традиции и ремесла, доброжелательные люди создают неповторимую атмосферу единства с природой и культурой. Такого масштаба фестиваль впервые. Впервые мы задействовали международный масштаб. Процесс проходит хорошо, в смысле все гости довольны. Будем надеяться, что в дальнейшем такая тенденция у нас сложится, и будем работать в этом направлении. На стадионе раскинулись красиво оформленные локации, каждая из которых привлекает к себе внимание уникальным стилем и декором. Над праздником величественно парит воздушный шар, словно страж этого гастрономического торжества, создавая ощущение, что мир вокруг – это яркий карнавал вкусов и эмоций. Новая точка притяжения для туристов является составляющей гастротуризма. Я надеюсь, что наши туристы, наши гости останутся довольными этим мероприятием. Все это завершится 25 июля праздничным концертом в честь Дня города Пицунда. Ждем всех желающих. В контексте обмена опытом и продукцией между предпринимателями в сельскохозяйственной сфере значимость такого гастрономического агрофестиваля велика, подчеркнул заслуженный работник Министерства сельского хозяйства Краснодарского края Виктор Гонтарев. Это не единовременная акция, она будет укрепляться, развиваться как в политике экономических отношений, так и в политике в общем. Завязываться дружеские отношения, будет происходить обмен опытом творчества народного и всего будущего развития. Гости фестиваля высоко оценили теплую и дружелюбную атмосферу мероприятия. Мы все в восторге, так что всем советую приезжим заходить сюда,
Природа тут классная, продукты тоже. Красочный фестиваль, безусловно, останется в памяти жителей и гостей Пицунды. Его яркие события, насыщенные ароматы и вкусы местных деликатесов оставят неизгладимое впечатление у всех присутствующих. А кроме того, участники фестиваля унесут с собой новые контакты и бизнес-возможности. Серия Кварцхеля, Даур Цулуке, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу, 25 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный слабый дождь. Сохранится высокий уровень ультрафиолета. Температура воздуха ночью 20-25, днем 28-33 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.